я занимался в какой-то степени и Достаном. Считал, ну сейчас уже некоторые, вот, многие вот Достана уже содержание забывается. И кроме того, связаны я в основном книжными Достаном, литературным Достаном. И кроме того, я в той или иной степени принимал участие в сборе полевых материалов. Вот это фольклорных материалов, археографических материалов, студентские годы, а когда я вот работаю с 1967 года в Казанском университете, Института филологии на кафедре татарского языка, татарской литературы, здесь более 15 раз я выхожу со студентами на практику, фольклорной археографической практики. Здесь наши практики проходили в населенных пунктах Оренбургской области, Челябинской, еще Ульяновской области, Пермской, районах Татарии и ряд других районов. И я помню, вот, массу материалов привозили, и мы их передавали в отдел редких книг и рукописей Казанской научной библиотеки Казанского университета. Поэтому в какой степени там и моя доля есть. Когда мы вот говорим уже о Достана, в первую очередь для того, чтобы конкретно немного охарактеризовать, ну, этот вопрос очень такой широкий, объемистый, я на отдельные аспекты только буду останавливаться. Здесь для того, чтобы определить вот это, в чем заключается Достана, какие черты, какие особенности присущи. Здесь надо исходить, что вот фольклорные произведения, письменные произведения, литературное наследие наше, она на три вида, на три рода делится. Первый эпический, который состоит в свою очередь, здесь повествование, событийность присущая. В свою очередь она состоит, вот эпический, вот это раздел, из романов, здесь романы, повести, еще мезеки, сказки и ряд других. Второй вот это лирика. Лирика присущая, здесь событийности нет, здесь уже присущие вот чувства, переживания, отношения, лирические раздумья. Здесь разные жанры, лирические жанры, например, песни, еще газель, сонета, рубаи и ряд других. И третье уже драматические. Здесь драма создается для того, чтобы играть на сцене таких. У нас ведь были вот в народном творчестве, у народа разные драматические игры, драматические сочинения, но специально, как жанр, специальный жанр, драматические жанры созданы у нас только в конце XIX века. Но, несмотря на это, за короткое время у нас драматургия так развивалась. Первый вот здесь в конце XIX века и в начале, вот в конце, на стыке двух XIX-XX веков, здесь вот написали свои сочинения Олег Камал, который вот носит наш знаменитый театр, и Гаяз Исхакы. Между прочим, если бы от меня зависело, татарский театр должен был иметь имя, это название Камал, Камал тоже, театр имени Гаяза Исхакы, потому что первые вот спектакли профессиональных татарских артистов были уже произведения Гаяза Исхакы. И далее Тинчурин, ну, в советское время тоже у нас развивался. В последнее время здесь у нас и другие драматурги, и ряд других. Кроме того, трем вот это эпических жанров, эпос, говорят уже, лирика, драматургия, есть смежные, вот лироэпические жанры, поэма, и ряд вот, синкретические, там уже из устной формы и сейчас музыкой, мелодия вот сочетается. И вот Достан выходит в эпический жанр. Здесь прошлое обычно, прошлое это изображается, и присущий жанру Достана это событийность, повествовательность. И, между прочим, вот Достана и у нас издавна в нашем народе, в татарской литературе, у татарского народа были и других народов, даже, например, Достана, эпос, и говорят, эпос. Здесь, между прочим, вот в этом жанре создано знаменитое сочинение
античных авторов, Одиссея, Илиада. Кроме того, вот в персидской литературе на фарси знаменитый Шахнаме, Фирдауси и ряд других. И у нас вот это такие дастана фольклорной формы и раньше создавались, но они зафиксированы позднее. Здесь уже присущи вот дастанам устной формы, из уста в уст передается. И здесь первые вот архаичных формах, архаичных дастанах там изображается герой. Главный герой там уже, он необычный, архаичный еще. Он уже борется с природными силами, с чудовищами, злыми силами. И здесь проявляет свое мужество. И такие произведения у нас тысячи лет тому назад создавали, но они записывались позднее. Между прочим, вот у кого письменной литературы, тогда фольклор, вот это и дастан, жанр дастана как-то на втором плане остался. А вот у татар, у нас у казанских татар, астраханских татар уже письменная литература уже с средних веков, а здесь уже вот сибирских татар у них устная форма преобладала. Духовные потребности нашего народа сибирских татар удовлетворяли вот из устной версии. И вот, между прочим, эти записали, когда записывали уже, зафиксировали в первую очередь вот у сибирских татар. Здесь огромную работу вот сделал Ратлов. У него вот это в его книгах ряд десятки дастанов, наших татарских дастанов. И мы благодарны. Кроме того, Каюм Насыры, и это, когда уже в 20 веке их тоже количество их преобладает. Здесь Хамид Ярми, еще Илварис Надыров. И, между прочим, вот научное изучение дастанов у нас уже берет более 100 лет уже. Здесь вот я отметил интересные высказывания Галимджана Ибрагимова, Галимджана Нигматы, еще и других, Мухаммада Гайнуллина. И специальные вот Хамита Ярми, у нас главный вот это главный специалист по татарскому фольклору 20 века. И здесь вот сочинение Хамита Ярми и особенно вот Флоры Ахметовой, супруги Баки Урманча. Она родом из Курганской области, нет, из Тюменской области, по-моему. Она вот тщательно изучала, и, между прочим, вот у нас 12 томах издавались татарский фольклор, и там специальный том посвящен дастанам. И здесь вот эти сочинения, эти книги, а главным составителем Флора Ахметова была. И, между прочим, она позднее тоже вот продолжила изучение, издание. И вот здесь у меня 4-го года книга «Татар эпса Дастаннар». В 4-м году здесь вот представлен ряд интересных дастанов Флора Ахметова. Кроме того, изучал вот дастану в научном плане Фатых Урманче. Фатых Урманче тоже сибирский татарин. Он несколько лет тому назад тоже уже умер. И у него вот в героических дастанах еще он изучал архаичные дастаны.